настоящее время неделя. В студии Шахида Якуб. Смотрите сегодня в программе. Первый саммит по беженцам в ООН. Президент Обама говорит, что терпеть и прощать насилие, от которого бегут люди, недопустимо. Речь прежде всего идет о Сирии. Беспрецедентное нападение на гумконвой в Сирии. США обвиняют Россию в нанесении бомбовых ударов по грузовикам ООН. Россия отрицает и требует международного расследования. Грузовики с медикаментами горели в нескольких километрах от людей, которые их ждали много месяцев. Нападение на гуманитарный конвой ООН и склад сирийского Красного полумесяца на севере в Сирии в понедельник вызвало шок, негодование и отвращение в обществе. В результате этой атаки погибли 20 человек, среди них один сотрудник сирийского Красного полумесяца. США заявили, что на гумконвой были сброшены бомбы с российских самолетов. Россия, которая поддерживает правительство Асада, отвергла эти обвинения. Жертвой этой атаки стали мирные жители, которые так и не получили долгожданную помощь. Произошедшее является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Это недопустимо и может иметь серьезные последствия для уже существующих гуманитарных акций в Сирии, что в свою очередь лишит миллионы людей помощи, необходимой для выживания. Гумконвой состоял из 31 грузовика, которые везли непродовольственные товары, в основном одежду и медикаменты. Грузовики принадлежали сразу 3 организациям ООН. Все соответствующие разрешения со стороны сирийских властей были получены заранее. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь в район Урм-Аль-Кубра. Как вы видите, здесь находится 31 грузовик, которые везут муку, медикаменты и стиральные вещества. Эта помощь рассчитана на 78 тысяч человек. В понедельник к вечеру грузовики доехали до склада сирийского Красного полумесяца в районе Урум-Аль-Кубра, подконтрольном оппозиции. Урум-Аль-Кубра находится в 12 километрах от Алеппо. Оттуда предполагалось распределение гумпомощи 78 тысячам человек. В районе 7 вечера, когда грузовики разгружали, начались авиаудары. По словам свидетелей, обстрел продолжался около 3 часов. Вот как описал происходившее волонтер сирийской гражданской обороны, который оказался на месте атаки. Вот здесь находится склад сирийского Красного полумесяца. На него были сброшены баррельные бомбы. 6 сотрудников организации погибли, 2 остаются под развалинами. Вот посмотрите, грузовик полный гумпомощи, продовольствие, медикаменты, все валяется на полу. Посмотрите, все это еще горит. Один из волонтеров рассказал сотрудникам международной правозащитной организации Human Rights Watch, что удары не прекращались и были настолько ожесточенными, что только в 3 утра появилась возможность добраться до людей, чтобы вытащить их из-под завалов. Он сказал, что всем было известно, что в Урум-Аль-Кубре находится склад Красного полумесяца и что там нет военных объектов. 18 грузовиков сгорели. Представители ООН заявили, что пока не могут точно сказать, кто атаковал конвой. США утверждают, что по гумконвою были нанесены авиаудары. Это могла быть или сирийская, или российская авиация. В интервью телеканалу BBC американские представители подтвердили, что 2 российских самолета Су-24 находились над гумконвоем именно в тот момент, когда было совершено нападение. Они также отметили точность нанесенного бомбового удара, что, по их словам, не под силу сирийским летчикам. Все имеющиеся у нас данные указывают на то, что это был удар с воздуха. Это значит, что есть только 2 варианта. Это могли сделать либо власти Сирии, либо власти России. Так или иначе, мы считаем правительство России ответственным за атаки авиации, произошедшие в этом районе. Согласно условиям перемирия, они должны были препятствовать авиации там, где доставляют гуманитарную помощь. Минобороны России отвергла информацию о том, что 19 сентября их самолеты были в районе Урум-Аль-Кубра и представили свои доказательства. Однако именно представленные доказательства сконфузили многих, так как были противоречивыми. Об этом по порядку. Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. В то же самое время аналитики журнала The Interpreter обратили внимание на видео с другого дрона, которое было опубликовано россиянами в день нападения. На нем видно, как разгружаются грузовики. Время съемки 18 часов 41 минута. Напомню, что удары по гумконвою стали наноситься около 7 часов вечера. Интересно то, что российские военные публикуют видео из Сирии ежедневно, чтобы показать прогресс в их антитеррористических операциях. И тем, кто внимательно отсматривает эти видео, заметит, что на нем запечатлен гумконвой ООН. Это значит, что российский дрон находился над гумконвоем ООН. Россияне говорят, что они наблюдали за конвоем для того, чтобы обеспечить его безопасность, довести его до пункта назначения и потом уехать. То есть дрон
летал над гумконвоем за несколько минут до того, как по нему стали наноситься удары. А 20 сентября Министерство обороны России опубликовало анализ своих видеозаписей автоколонны ООН и Красного полумесяца с беспилотников. По утверждению военного ведомства, вместе с колонной террористы перебрасывали пикап с прицепленным минометом. Тем же вечером, 19 сентября, именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3600 метров, со скоростью 200 километров в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инжир. На этом видео колонна стоит у обочины шоссе Идлиб-Алеппо, а автомобиль-пикап с прицепом, похожий на миномет, проезжает слева от нее. Журнал The Interpreter, который анализирует события в Сирии ежедневно, сообщил, что это видео было сделано в другом пригороде Алеппо, Хан-аль-Ассаль, который находится в 6 километрах к востоку от Урум-аль-Кубра. Эксперты мониторинговой группы Conflict Intelligence Team, которые провели свой анализ этого видео, проанализировали тени на видео и обнаружили, что оно снято не позднее 14:00. Мы смотрим на направление тени от забора, который виден на этом видео, на тени от забора, тени грузовиков, и видим, что там как минимум 14:00. То есть не позднее 14:00. Вот сейчас будет тень от забора, грубо говоря, которая... часть забора находится не в тени, если бы это было позже 14:00, на него бы уже падала тень. Дальше мы смотрим на то, что все видео, на которых запечатлен момент авиаудара, непосредственно после авиаудара на них полная темнота. Что полная темнота 19 сентября к западу от Алеппо наступила в 19:00. Таким образом, между проездом миномета мимо колонны и, собственно, авиаударом прошло 5 часов. Вот как это комментирует аналитик Джеймс Миллер из журнала The Interpreter. Да, это те же самые грузовики, но совсем другая местность. Машины припаркованы. Если вы посмотрите это видео полностью, то увидите, что на дороге, по которой ехали грузовики ООН, много других машин. Итого, если подытожить, то линия российской стороны менялась так. Сначала они сказали, что грузовики попали под обстрел, и нет признаков того, что их обстреляли с воздуха. Потом было видео, на котором показан миномет. А что это означает, никто не объяснил. Означает ли это, что присутствие миномета стало причиной обстрела гумконвоя? Или они хотели сказать, что конвой был обстрелян из этого миномета? А на следующий день российский Минобороны говорит, что это был американский дрон, с которого был обстрелян конвой. Вот такие 3 противоречащих друг другу заявления поступили от Минобороны России. Правозащитная организация «Международная амнистия» и Human Rights Watch призвали расследовать это нападение как военное преступление. Очевидцы, опрошенные Amnesty International, сообщили, что в бомбардировке принимали участие различные типы летательных аппаратов, в том числе вертолеты и произведенные в России реактивные истребители. Атака на конвой, который носит явный гуманитарный характер, это может быть рассматриваться как военное преступление, но здесь нужно, конечно же, тщательное расследование. Речь идет о нарушении 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения, наверное, еще там 4-я Гаагская конвенция, где говорится о том, что атаки должны быть избирательными и избегать гражданского населения. Ну и кроме того, совершенно очевидно, что конвой, который был обозначен знаками Красного полумесяца, был преднамеренно, очевидно, атакован. Сегодня мы говорим о конвое, но, как помним, несколько месяцев назад Amnesty International говорила о том, что у нас есть информация, что именно российские военные самолеты нанесли удар по госпиталям, что тоже предположительно, в том случае, если это будет доказано, является нарушением международного гуманитарного права и может быть причислено к военным преступлениям. Мировые лидеры из 193 стран одобрили на саммите в штаб-квартире ООН Нью-Йоркскую декларацию по беженцам. Документ не является юридически обязывающим и не содержит конкретных требований к государствам, высказавшимся его поддержку. Все, что задекларировали мировые лидеры, это наращивать объем гуманитарной помощи и способствовать расселению мигрантов. А Герт Мюллер, министр экономического развития Германии, страны, принявшей наибольшее количество беженцев в Европе, выразил возмущение тем, что, цитата, «некоторые государства обещают помочь только на бумаге, а люди в Сирии и за ее пределами вынуждены голодать и не имеют крыши над головой». Конец цитаты. Он также напомнил, что даже половина от 10 миллиардов долларов, предназначенных для гуманитарных нужд и обещанных на конференции по Сирии в Лондоне в феврале, до сих пор не выплачено. Недалеко от нашего дома была мечеть, а рядом с ней была припаркована машина. Машина взорвалась и разрушила наш дом. Я как раз из школы шел в тот момент.
Десятилетний Саджар из Ирака. Его семья – одна из тех многих, что плыли на переполненных лодках по Эгейскому морю, спасаясь от войны в Ираке. А это 11-летний Мухаммад, и он бежал из Сирии. Ты скучаешь по Сирии? Нет, Совсем-совсем? только по бабушке и по своей семье. По дому или по семье? Мой дом разрушен. В потоке беженцев, который хлынул в Европу, у каждого взрослого и ребенка своя история горя, от которого они бежали. В результате войны в Сирии беженцами стали более 5 миллионов человек. Война в Донбассе и российская аннексия Крыма лишила своего дома более 1,5 миллиона человек. Одна из этого 1,5 миллиона – Любовь Лаврова, бежавшая из Донецка. Дуже було складно в тому плані, що... Очень сложно было. Просто сидеть было очень тяжело. Нельзя привыкнуть к тому, что постоянно вокруг громыхает. Ольга Михеева родом из подконтрольного сепаратистам Луганска. 2 года назад она бросила там все – квартиру, семью – и бежала на украинскую территорию. Денег нет, соцпособия не выплачиваются. Вот и живет она в зале ожидания железнодорожного вокзала. Как и многие другие, она ждет, когда война закончится окончательно. Сначала выстрел в воздух я услышала. Значит, заломили руки и потащили машину. Во всем мире это тяжкое криминальное преступление. Этого мне хватило, чтобы оттуда уехать. Именно от таких, как маленький Мухаммад из Сирии и Ольга Михеева из Луганска, говорил президент США Барак Обама, когда открывал первый саммит мировых лидеров по вопросам беженцев. 50 стран согласились принять у себя примерно 360 тысяч беженцев. Этот кризис – один из самых серьезных испытаний нашей способности действовать коллективно, заканчивать конфликты и войны, потому что основная часть беженцев спасается от войны прежде всего в Афганистане, Сирии и Сомали. Мы не можем прощать менталитет, который приемлет насилие и безнаказанность за него. Что происходит сейчас – это то, что мы коллективно продолжаем прощать. Всего в мире своего крова лишены более 65 миллионов человек. Речь идет и о беженцах, и о временных переселенцах. Больше половины из них – дети. Вот они, в лагерях беженцев, которые рассеяны уже по всему Ближнему Востоку, собирающие бутылки на улицах Турции, переплывающие с родителями, а иногда и в одиночку Эгейское море. Многие рождаются в лагерях без гражданства, без права получить медицинскую помощь, без права ходить в школу или вообще покидать места своей временной дислокации. Большую часть беженцев приняли не Европа и США. Они находятся на территории Турции, Пакистана, Ирана, Ливана и Эфиопии. Все эти страны переживают не самые лучшие экономические времена. А в Европе первый удар приняли на себя Греция и Италия. Вот что сказал премьер-министр Италии Маттео Рензи, выступая в ООН. На кону стоит наше достоинство, потому что наши человеческие ценности не имеют географии. Если мы будем выбирать регионы, из которых мы предпочитаем принимать беженцев, мы предадим наши традиции. Ну а сирийский беженец Фуар Джеддан в Ливане не слишком верит в то, что мировые лидеры решат их проблемы в ближайшем будущем. И просит только одного – закончить войну у него дома. Мы просим у ООН только одного. Это не только моя просьба. Вам, все сирийцы, это скажут. Мы хотим к себе на родину, домой. Мы хотим вернуть утерянное нами человеческое достоинство. Нам больше ничего не нужно. Ни канистр с водой, ни переносных туалетов, ничего того, что нам выделяет ООН. Мы просто хотим домой. مسكنه صار في الشارع ويتيما من دون دواء دون حداء دون رداء ويتيما من دون دواء دون حداء دون رداء يا أطفال بلاد الجرحى إن الله سيرسل فرحة يا أطفال بلاد الجرحى إن الله سيرسل فرحة ويعيد المسكن للطفل وسيبقى العيد Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был вынужден отменить поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сославшись на боли в груди. Кыргызскому лидеру стало плохо 19 сентября в Турции на пути из Бишкека в США. В ходе первичного медицинского обследования были обнаружены симптомы проблем с сердцем, заявили в администрации кыргызского президента. Сообщается, что 60-летний Атамбаев взял отпуск до 1 октября и должен будет пройти полное медицинское обследование. Из Турции он поехал лечиться в Москву. Состояние кыргызского президента должен знать. Он не Турция должен. Кыргызстан тоже медицина мировом арене нормальная. Я не врач, не могу точно сказать, но на самом деле, мне кажется, есть у него какие-то проблемы. Не знать тоже это плохо. Это люди должны знать, что переживать, желать ему здоровья. Может, это какая-то интрига политическая. Я думаю, этого тоже нельзя исключать, потому что время у нас тяжелое. Да? Другие президенты чихают, а он здоровый сидит. А это престиж республики и народа, что он здоровый. Понимаете?
как это, он-то решает все мирные вопросы и вопросы народа, он не имеет права быть больным. Здоров, работает, намеченные планы будут выполнены. Здоровье президентов – это почти всегда большая государственная тайна. Иногда складывается впечатление, что у них даже насморка не бывает. Поэтому о том, что что-то не так, граждане обычно узнают, когда президенты уже оказываются в больнице, а иногда и намного позже. То есть президент России, он не только ходит, он и гоняет только так, гостей катает за рулем и... Как это говорится по-русски, не дождутся. Имеем ли мы право знать, здоровы ли главы наших государств? Об этом я говорила с обозревателями и экспертами. Со мной в студии Мирхат Шарипджан, это обозреватель «Радио Свободы». Из Москвы Владимир Голышев, публицист. И из Казахстана Галым Акылбеков, это гражданский активист. У меня первый вопрос к Владимиру. Так как вы из Москвы, Россия – это главная страна не только для нашего региона, но и одна из мировых держав. И поэтому состояние здоровья ее лидера крайне важно, практически для всех. Скажите, пожалуйста, Путин выглядит довольно здоровым, таким подтягивается. Были в интернете фотографии, видео, как он без майки, значит, торс обнажил и на коне скачет. На самом деле все так хорошо, Владимир Владимирович? Вообще с его здоровьем не все в порядке, конечно, далеко не все в порядке. Он с периодичностью примерно раз в полгода исчезает на несколько дней из поля зрения. Какое-то время в эфир выбрасываются консервы специально заготовленные, но все равно его исчезновение в какой-то момент все равно фиксируется. Самое длительное исчезновение было в прошлом году весной, в марте. Мы его потеряли больше, чем на 10 дней. Ну а как-то объясняются в России вот такие исчезновения политического лидера? Нет, никак не объяснялось. Наверное, мне кажется, каждый имеет право на то, чтобы понимать, что с правительством, что с людьми, которые управляют государством. Он должен в первую очередь следить за своим здоровьем, чтобы не было такого, как произошло в Узбекистане. И я считаю, что это ответственность президента. Как он может отчитаться? Показывать свой анализ. Мне главное, что я его на экране вижу. Если по-человечески, то это должно быть сразу говориться, что что-то не так. А крутить, вертеть и тянуть кота за все подробности – это Северная Корея. У меня следующий вопрос Мирхату Шарипджану. Мирхат, скажите, пожалуйста, а вот зачем нужна такая секретность в сокрытии? Значит, есть что скрывать, если не говорится о том, как себя чувствует президент? Человек, который управляет государством, он должен отчитываться не только о своих доходах, но и о том, как обстоят дела вообще. На постсоветском пространстве мы узнаем о том, что президент был болен только после того, как он умрет. Вот, например, Ислам Каримов 25 лет правил, говорит, что все хорошо. И вдруг он от инсульта скончался. Тут даже еще неизвестно, когда он скончался. Надо скрывать не только от простого народа, но и еще от разных политических элит. Галым, президенту Назарбаеву 76 лет. И за все это время не поступало никаких сообщений о том, что он чем-то болен, даже простуда, наверное, не болеет. Скажите, пожалуйста, волнует ли простых казахстанцев вопрос о том, в каком состоянии находится их президент? Но здесь только были информации с подачи Рахата Алиева, который говорил, что да, есть проблемы. Рахат Алиев – это бывший его зять, да, насколько я понимаю? Теперь уже да. Но эта информация нигде не подтвердилась, она не было слива нигде, поэтому можно об этом говорить только предполагая. А президент Назарбаев тоже имеет обыкновение пропадать на некоторое время и потом появляться? На большое время нет, но да, бывало так, что крутили старые записи. То есть президенты на территории бывшего Советского Союза, они такие железные, в отпуск не выходят и работают по 24 часа и не болеют? Вот тут есть исключение, все-таки мы упомянули киргизского президента. Как раз после этих событий, после того, как его увезли в Измирскую клинику, он как раз объявил о том, что он уходит в отпуск до 1 октября. То есть исключения бывают. Скажите, пожалуйста, а что больше всего сейчас волнует казахстанцев на тот случай, если вдруг так скоропостижно скончается Нурсултан Назарбаев, который правил Казахстаном аж с времен объявления независимости? Даже до, да. Конечно, это момент такой напрягающий, потому что здесь вертикаль строилась на одном человеке, и если будет нарушена эта система, могут быть разные сценарии. Кому перейдет власть? Дарига Назарбаева переведена в Сенат, а это ее путь стать председателем Сената. Это пост, который заменяет президента на случай форс-мажора или внезапной смерти.
Но на самом деле, может, это личное дело. Зачем нам знать, какие у них болячки? Болели они в детстве коклюшем или была у них пневмония? Владимир. Если власть в стране меняется, если претендентов на нее несколько, и если вопрос о власти решается на выборах, в этом случае вся информация о здоровье и о семейной жизни претендента на высший пост, безусловно, должна быть открыта. И так в мире. Это мировая практика, это не чьи-то выдумки. Например, в Соединенных Штатах, если человек не может дальше, если президент не может дальше, значит, выполнять свою работу, возложены на него обязательства и обязанности, то тогда становится, значит, на его место вице-президент. Да? То есть у них есть это отработанная, и не только у них, а вообще в цивилизованном мире, отработанная схема передачи власти. Но в наших странах такой схемы нет, ее не существует. Есть какие-то псевдо-схемы, но даже они не работают. Например, посмотрите, что произошло в Узбекистане. То есть вот когда Конституция даже вот в таких странах, она в том виде, в каком она написана, не выполняется, тут ясно, что она никакой роли в принципе не играет. А играют роль только состояние здоровья одного человека, потому что все вот эти 25 лет независимости, во всех этих странах вся система была выработана на одного человека или на одну семью. Большое спасибо. Это была программа «Настоящее время недели». Я Шахида Якуб. Всего доброго.